Завтра в парламенте по инициативе Генеральной прокуратуры Абхазии будут рассматриваться изменения в Уголовный кодекс, которые касаются клеветы. Ты журналист, твоя работа непосредственно связана с информацией. Скажи мне, пожалуйста, насколько это соотносится со свободой слова, со свободой выражения мысли, да, с работой журналистов? Мне кажется, что исполнительная власть выбрала немножко странный путь для достижения своей цели. В каком смысле? У нас есть в Уголовном кодексе статья об оскорблении чести и достоинства. То есть, если речь идет про какие-то личные оскорбления, про какую-то личную обиду и так далее, наше законодательство, которое я считаю достаточно проработанным и грамотным, и которое писали умные люди в свое время, оно дает им возможность с личными оскорблениями бороться на высоком уровне, в судах и так далее, отстаивать какие-то свои личные обиды. Что касается клеветы, я посмотрела, как написан, например, российский закон, и он написан тоже именно о заведомо ложной информации. И мне кажется, что все не дураки, и если идет формулировка про заведомо ложную, то здесь именно делается акцент на том, что мы журналисты, обычные смертные люди, которые тоже можем быть введены в заблуждение, которые можем быть введены в заблуждение своими собеседниками, своими информаторами. И это абсолютно нормальный процесс, потому что у всех людей, и я имею в виду людей, с которыми мы работаем, которые могут быть как во власти, как в оппозиции, абсолютно где угодно люди могут себе позволять вводить в журналистов в заблуждение ради какой-то своей личной цели, но бороться будут с нами, не с нашими собеседниками, не с нашими источниками, насколько я понимаю, смысл поправок. И речь идет не про то, что мы придумали и распространили, потому что если мы придумали и распространили, то это, наверное, все-таки оскорбление, а не клевета, если я правильно понимаю грамматику русского языка и значение слов. И потому мне кажется, что эти поправки, наверное, я даже не против их принятия, потому что они настолько абсурдны, и мне так интересно, как они по клевете будут привлекать за... Они хотят привлекать за оскорбление. Как я поняла, вот что хотят они. Но у них уже есть статья, которая им позволяет привлекать за оскорбление. Они не хотят пользоваться ею. Может, им бы в нее какие-то поправки. Сейчас, может, я ужасные вещи им сейчас советую, и они ровно так и поступят. Уже страшно что-то говорить. Но, как мне кажется, они хотят бороться с оскорблениями, потому что клевета, вот какие примеры, да, у нас глава государства приводил на коллегии Генеральной прокуратуры, там про 3 миллиона или миллиарда, я не помню. Вероятно, он этим оскорблен. Вот есть такой путь. Если это клевета, я считаю, что человек, который это заявлял, очевидно, кем-то был введен в заблуждение. Это не про то, что мы проснулись, что-то придумали и распространили. Во всяком случае, люди, которые именно журналисты, раз мы говорим о моей профессии, аккредитованные в Абхазии СМИ, мне трудно представить, что, учитывая весь контекст нашей жизни, в котором мы существуем, кому-то может прийти в голову просто проснуться и что-то распространить, потому что прилетит и без закона. Нам не нужен закон, чтобы нам прилетело. И потому, если они нас хотят наказывать за оскорбление, вот у них есть вот такой путь. Зачем они придумали сейчас вводить эти поправки по клевете с этими штрафами, вообще несоизмеримыми с зарплатами, с жизнью, с нашей реальностью? Окей, я уже пошутила, говорю, может, нам нужно создать какой-то фонд, в который мы будем все скидываться, будем оплачивать эти штрафы. И писать. И писать, потому что писать-то мы не прекратим, но у них есть другой закон, которым они хотят запретить нам писать, это отдельная тема. Но по клевете, мне кажется, даже прям стоит принимать, потому что мне интересна правоприменительная практика. Я журналист, я человек любопытный, я хочу посмотреть, как это будет работать, что они будут считать за клевету, как они это будут доказывать в суде, как адвокаты будут им противостоять, а у нас, благо, в стране еще есть честные, достойные адвокаты, которые, я уверена, могут разнести в пух и прах вот эти абсурдные обвинения. Как себя будут вести наши суды? Мне, как журналисту, просто интересно посмотреть на жизнь в этих новых реалиях. Вероятно, прям даже стоило бы и проголосовать, чтобы посмотреть, какой очередной абсурд они придумали, и как он все равно им не поможет. Прокуратура не может доказать то, что это заведомо. Поэтому давайте будем считать, что это просто так. Но тут есть небольшой нюанс. Прокуратура немного облегчает себе в этом смысле с новыми поправками задачу, и теперь им не нужно будет доказывать.
Они просто выносят вердикт без решения суда. За это. Трудно их осуждать. Это их работа — облегчать свою работу, потому что со своей основной работой, как мы знаем, они справляются с трудом, справляются. Где-то что-то нельзя сказать, что прокуратура не делает ничего, но почему бы себе не облегчить, тем более, если законодательный орган им дает такую возможность. И вот завтра посмотрим, как сильно они готовы им предоставить эту возможность. Потому что доказать клевету очень сложно. Логику прокуратуры я понимаю абсолютно. Действительно, очень сложно доказать, что человек, зная, что он лжет и тем самым порочит честь и достоинство. Это прям реально суперсложная задача. А вероятно, от прокуратуры хотят вот в таком направлении расследования, не в направлении, там, не знаю, коррупционных каких-то разбирательств, Че Гевары бедной, которую мы уже хотим забыть и похоронить. Это нам не интересно. Нам вот сюда интересно, как бы мы оскорбились, все страдают, вот наказывайте. Но прокуратура пытается выполнить задачи, которые на нее возложены. Они тоже люди маленькие и подневольные, как мы все. Не могу осуждать прокуратуру, в рамках своих возможностей действуют люди. Ну а как быть с нашими, собственно-то, правами? Слушай, ну с нашими правами, в принципе, сложно быть. У нас их каждый раз по чуть-чуть так пытаются отщипнуть. Мы в этой реальности живем, что-то киваем, пытаемся дальше что-то делать. Но при всем при этом, мне кажется, что пока у нас с тобой есть возможность работать, делать это открыто, честно, не анонимно, я подчеркну в 100-й раз, потому что я считаю, что вот это основное достижение свободы слова, когда ты можешь быть в своем слове свободен от своего лица и от своего имени. А я настаиваю, что только такая свобода слова ценная, потому что, закрывшись, вы можете говорить что угодно и не подпасть ни под одну статью мира. И, собственно, у нас есть анонимы, которые защищают власть. И вот с этим мы что будем делать? Мы можем их искать, находить, подавать на них в суды. Но вот анонимность я любую, в принципе, осуждаю и не приветствую, за кого бы они ни были. Они все против нас, они все против граждан Абхазии работают, вообще любых. Поэтому мне кажется, что свобода слова у нас есть, но сейчас мы находимся в фазе активной за нее борьбы. Вот так я бы охарактеризовала наши времена. Пока мы это можем снимать, распространять, свободно высказывать. Я не знаю, может завтра в этом интервью, которое я тебе сегодня даю, кто-то найдет клевету, мы с тобой вместе пойдем в суд, наймем адвокатов. Ты знаешь, настолько сюрреалистично время, в котором мы живем, что лично я ничему уже не удивляюсь. Вот каждый раз тебе кажется, что ты достиг какого-то дна, а потом появляется какая-то новая информация, и ты уже не хочешь в нее верить, потому что, вот это тоже возможно, и это возможно. Вероятно, возможно все. Но на сегодняшний момент свобода слова у нас есть, и я думаю, мы поборемся. И я надеюсь, мы победим.